дорогие друзья! Стало уже хорошей традицией в наше тяжелое время проводить онлайн-мастер-классы в стенах нашего музея, Музея мордовской народной культуры. Темы мастер-классов были разные. Я думаю, что вот сегодняшний мастер-класс очень актуален, потому что буквально через несколько дней наш праздник, самый, наверное, светлый, самый любимый, самый почитаемый всеми, это День Победы, 9 мая. Пусть и вот в сложное время у нас не будет парада Победы на Советской площади, на которой мы все собирались как на праздник, утром все вставали, семьями собирались на площадь, ну и чем украшали грудь каждый из людей, которые шли на Советскую площадь. Конечно же, символом этого праздника георгиевской ленточкой. Завязывали эти ленты, ну, можно сказать, что по-простому, или бантиком, или петелкой. Сегодня мы с вами проведем мастер-класс, как украсить георгиевскую ленточку пятиконечной звездой, выполненной в технике канзаши или канзаши. Это слово не русское, ударение иногда ставят и на эту букву, и на другую. Пришла эта техника, пришло это слово из Японии, где женщины изменили стиль прически и свои длинные волосы стали собирать в прически, такие затейливые, фантазийные прически, и украшали эти прически заколками, украшали гребнями, которые украшали еще и цветами из шелковых лент, из атласных лент, которые эти ленты складывали, и получались такие интересные, красивые цветы. Наши современные рукодельницы пошли еще дальше. Стали украшать этой техникой резиночки для волос, стали украшать и ободки, заколки, ну и, конечно же, делать броши, чтобы украсить свой наряд такими аксессуарами. У нас сегодня мы с вами будем делать вот такую георгиевскую брошь из георгиевской ленты и пятиконечной звезды. Но здесь все, наверное, знают, что георгиевская лента состоит из двух цветов. Это оранжевый цвет и черный цвет. 3 полосы черных и 2 полосы оранжевых. Это дым и пламя. Ну, а красный цвет мы еще сюда присоединили, потому что это цвет, ну, крови, который пролито было на фронтах Великой Отечественной, на полях Великой Отечественной войны очень много. Поэтому здесь у нас такая пятиконечная звезда. Это символ жизни, символ хорошей уже такой благополучной жизни. Ну и что нужно нам, чтобы изготовить такую брошь? Нужна лента, георгиевская лента 25 сантиметров, 2,5 на 25 сантиметров, 5 атласных лент, 2,5 на 6 или 7 сантиметров. Вот такая полубусина. Дальше фетровый круг диаметром 3 сантиметра и обычная вот такая булавка. Ну и, конечно же, ножницы, линейка, пинцет для безопасности и или вот такая свеча или зажигалка. Ну и, конечно же, термопистолет, клеевый термопистолет. Поэтому все такое это небольшое количество предметов, которые нужны для изготовления броши, выполненных в технике канзаши. Ну и с чего мы начнем? Начнем с того, что приготовим, сделаем заготовку для броши. Берем ленту, георгиевскую ленту, и складываем пополам и срезаем кончик ленты под углом 45 градусов. Так, теперь, чтобы
не размахрилась, мы запаиваем вот эти концы ленты с двух сторон. Теперь складываем ленту вот такой вот петелкой. Вот такой. Складываем петелкой и фиксируем, чтобы лента не разошлась. Фиксируем пистолетом. Затем переворачиваем с обратной стороны. То же самое опять фиксируем пистолетом. И у нас уже, можно сказать, заготовки для броши уже готовы. Теперь осталось, наверное, самое сложное. Это приготовить цветы, лепестки для цветов или лепестки для пятиконечной звезды. Я взяла самый, наверное, вот такой простой вариант, который могут сделать не только взрослые, но и мамы с детьми. 6 сантиметров атласная лента. Берем мы эту ленту с изнаночной стороны и складываем так, чтобы получился здесь у нас вот такой вот прямой угол. Потом левую сторону, левый край мы накладываем на правую сторону. И получается у нас вот такой лепесток. Теперь мы этот лепесток складываем пополам по длине. Ну и получилась у нас вот такая вот фигура. Теперь эти половинки еще складываем пополам, поднимая концы ленты наверх. С двух сторон мы складываем вот так вот, еще складываем пополам. И я уже сказала, чтобы для безопасности берем пинцет и то же самое запаиваем зажигалкой и прижимаем. Получается вот такой красивый лепесток. Ну, а таких лепестков нам нужно 5 штук. И поэтому, чтобы не затягивать время, я эти заготовки уже приготовила. Здесь у нас на нашем столе уже еще 4 заготовки. Вот, всего получается вот у нас 5 заготовок. Теперь берем эти заготовки и уже формируем из этих лепестков цветок или звезду, как угодно. Берем один лепесток, берем клеевой пистолет и наносим клей с одной стороны и присоединяем к этому лепестку второй лепесток. Ну и прижимаем, чтобы клей застыл. Вот. Получились вот у нас 2 лепестка. Теперь ко второму лепестку мы приклеиваем 3-й лепесток. То же самое. Наносим небольшое количество клея и приклеиваем 3-й лепесток. И опять же пинцетом фиксируем, чтобы лепесточки приклеились друг к другу. Вот таких вот уже 3 лепестка. Теперь 3-й лепесток приклеиваем к 4-му лепестку. Опять же наносим клей и приклеиваем 4-й лепесток. Так вот, и опять же фиксируем. Прижимаем, застывает клей.
и лепесточки хорошо друг к другу приклеиваются. Таким же образом мы приклеиваем 5-й лепесток. То же самое опять наносим клей и приклеиваем 5-й лепесток. И опять фиксируем, чтобы лепесточки приклеились друг к другу. Вот так вот. Вот все наши 5 лепестков. Теперь мы 5-й лепесток приклеиваем, фиксируем к 1-му лепестку. Таким же образом наносим клей и прижимаем лепестки друг к другу. Вот таким образом. Опять же, пинцетом фиксируем. Все лепесточки приклеились. Получилась у нас вот такая пятиконечная звезда. Теперь декорируем нашу сердцевину, серединку этого цветка вот такой полубусинкой. То же самое. Наносим клей с изнаночной стороны и на серединку. И прижимаем. Подождем немножко, чтобы клей застыл. И получился у нас вот такой цветок. Так. Лента, петелка тоже вот у нас. Теперь мы берем наш цветок или пятиконечную звезду с обратной стороны, наносим также по кругу клей, вот так вот, таким образом. И приклеиваем к нашей ленте. Вот так вот. Вот брошь. Угу. Теперь, брошь имеет такое свойство, что брошь надо прикрепить к груди. Поэтому нам нужна застежка. Из чего мы делаем застежку? Застежку делаем из фетрового такого кружочка и из булавки. Складываем эту фетровый кружок пополам, делаем по краям небольшие надрезики, вот такие вот надрезики делаем, и раскрываем и вставляем нашу булавку вот в эти надрезики. Вот так вот. Вот таким образом. Теперь нам нужно застежку прикрепить к ленте. Опять же, наносим клей с обратной стороны на фетровый кружок. Хорошенько намажем. Так вот. И на ленту с обратной стороны. Так вот. И прижимаем, чтобы клей застыл. Так вот. Так. И, пожалуйста, можем застегнуть булавку. И получилась у нас вот такая застежка. Вот такая брошь у нас с георгиевской лентой у нас готова. Можно сказать, что мы к празднику готовы. Но думаю, что вот эта вся черная полоса пройдет. Нет пока у нас мероприятий в честь Дня Победы. Но 2020 год
Это год юбилейный. Исполняется в этом году 75 лет победы победы в Великой Отечественной войне. Ну и, конечно же, закончится черная полоса, будет очень много мероприятий в честь этой такой юбилейной даты, поэтому наша брошь будет уместна. Давайте мы примерим брошь, как она у нас будет смотреться на груди. С левой стороны, где у нас сердце, пожалуйста, вот такое украшение. Вы знаете, бывают такие моменты, когда после того, как уже парад закончился, очень много ленты лежат на асфальте, валяются на полу. Но думаю, что вот такую брошь всем будет жалко выкинуть. Поэтому символика Великой Победы будет храниться до следующего года в коробочках у каждого, кто сделает такую брошь. Ну и, конечно же, можно брошь сделать и вот такую звезду сделать и из георгиевской ленты. Здесь у меня, видите, есть заготовки уже из георгиевской ленты. Мы также можем, как и из атласных лент, сделать вот такую звезду. То же самое мы приклеиваем эти лепесточки друг к другу. Первый лепесток приклеиваем ко второму. Ко второму мы фиксируем, можно пинцетом. Потом ко второму лепесточку приклеиваем третий лепесток. Приклеиваем. Так. Также следующий лепесток приклеиваем. И у нас получится вот такой вот цветок. А техника все та же. Берем ленту, то же самое, 3 на 7 сантиметров, и складываем таким образом, чтобы здесь у нас получился прямой угол. Потом левый конец мы накладываем на правый, вот таким вот образом, и получается вот такой вот лепесток. Теперь пополам по длине, потом еще раз пополам эти половинки, и опять же запаиваем зажигалкой. Вот такой лепесток получится. И получается у нас вот такая звезда из георгиевской ленты. Присоединяем. Вот такая звезда. Вместо такой красной пятиконечной звезды мы можем сделать вот такую звезду
из георгиевской ленты. Поэтому это на любителя, кому как больше понравилось. Поэтому еще хочу сказать, что история георгиевской ленты уходит далеко в XVIII век, когда появились вот эти медали, появились ордена, которые фиксировали на груди как раз вот с помощью георгиевской ленты. И эти ленты были до 1917 года. Потом уже стали называть эти ленты не георгиевская лента, а гвардейская лента. А потом уже 1941 года, опять же, за боевые заслуги, за отвагу награждали солдат, отличившихся как раз вот то же самое знаками, которые были зафиксированы на георгиевской ленте. И можно сказать, что вот первая акция, которая у нас прошла в городах и на улицах во всех городов, это с 2005 года прошла такая акция, это «Наша победа», когда стали раздавать во всех городах георгиевские ленты. И вот уже 15 лет исполнилось в этом году, как эта акция до сих пор существует, работает. Ну и напоследок я хочу поздравить всех ветеранов войны с победой, пожелать им здоровья, долголетия. Всем нам желаю мирного неба над головой, чтобы те ужасы, которые испытали наши ветераны, чтобы это все не повторилось. С наступающим праздником вас, жители города Саранск!